Дорогие мои друзья, добрый день, дорогие холщин, с вами снова Лейла. Знаете, почему мне так смешно? Потому что я почти минуты 2-3 говорила, резала черемшу, приветствовала вас, разговаривала с вами, а оказывается, я не записывала. Хотела остаток черемши за кадром нарезать, чтобы долго вас не отнимать у вас времени, а получилось наоборот, подошла, у меня камера не записывает. Так что придется мне повторять все снова. Я даже вам положила в сковороду черемшу, начала нарезать, чтобы это дополнить. Сегодня я хочу сделать вареники с черемшой и творогом, потому что вчера, как я вам показывала, была в гостях сестра и не успела я их сделать. У меня как раз стояла немного очищенной черемши, которую я оставила для вареников с черемшой. Но она попросила: я в этом году не ела, давай вареники ты в следующий раз сделаешь, а меня просто потушили ее. Ну и вот сегодня будем делать вареники с черемшой. Значит, хорошо промытую черемшу мы нарежем мелко. И немножечко ее надо потушить в масле, чуть-чуть наливать воды и потушить в масле. Потом я вам покажу дальше, что делать. Ну, вот эти вот сапожки, тапки, как их назвать, я не знаю. Они у меня тоже стоят вымытые, а их я потом вам покажу, что мы будем с ними делать. Правда, в моей семье их не любят, если честно. Ну, их перемалывают на мясорубке и потом добавляют в бульон, когда вот есть мясо с галушками. Но мои мальчики не любят. Ни мальчики, ни я даже тоже мы не любим их. Но по-любому я хочу, знаете, почему сделать? Я много раз слышала, у нас какая-то вот группа птицеводческая, мы сидим в этой группе, общаемся, ну, насчет птицы, там советы разные даем друг другу. И там говорили, что вот именно вот эта вот черемша, ну, перекрученная, и чеснок хорошо добавлять в мешанки, хорошо добавлять воду. Ну, профилактика и таких простудных заболеваний для цыплят, кур и остальной любой птицы. Ну и профилактика глистов тоже. Так что поэтому хочу перекрутить, поставить. У меня еще там стоят на улице, которые я тот раз покупала черемшу, я их тоже не выкинула, но я ничего с ними не сделала. Тоже, наверное, все помою и перекручу. Но это потом, к вечеру, может быть, если я успею. Друзья, сегодня ничего не снимала, вам ничего не делала. Ну, ничего не делала, это неправда, ничего не делала для того, чтобы вам показать просто. Как всегда, обычная рутина, обычный завтрак, обычная уборка, обычное мытье полов. Я не знаю, откуда это берется, эта пыль. Вчера вроде бы вот каждый день стираешь пыль с подоконников, моешь полы. Ладно, на кухне-то пачкается, я имею в виду в доме. И все равно эта пыль на второй день на том же месте. Как будто ты ее и не убирал. Несколько дней не уберешь, вообще пачкается все. Иногда думаешь, что если кто-то придет, это что-то. Люди подумают, что ты никогда не убираешься. Вот так вот, друзья. Так, все, черемшу нарезали. Так, я сюда уже сказала, что налила немножечко водички и положила топленого масла. Так, и, друзья, черемша у меня уже готова. Так, творог у меня уже размороженный лежал со вчерашнего дня. Значит, добавляю жидкость, наверное, немножко. Не жидкость, а тут масло, жидкость-то выпарилась. Чуть-чуть масла. Видимо, много налила. Все. Ждать, пока остынет черемша, не хочу. Лопаточка такая удобная, не шумит. Видите, как силиконовая. У меня никак руки не доходили ее купить, Галя. Спасибо тебе. Так, я добавила в творог яйцо. Творог у меня пресный, поэтому добавлю соль. И перемешаю. Просто не стала ждать, пока черемша остынет. Времени уже где-то, так, да, уже без 5:12. Налеплю до намаза, я надеюсь. А после намаза уже поедим.
Вот так вот. Друзья, погода сегодня была чуть-чуть холоднее, чем вчера. Вчера, правда, очень было тепло, солнечно. Но сегодня тоже небольшое солнышко, но все-таки прохладнее, чуть-чуть попрохладнее. Вот. Может быть, я уже и повторяюсь второй раз, так что вы меня извините. Я много чего забываю. Тем более, если я выключу камеру и начну заново что-то снимать. Забываю, что говорила. Так. Теперь попробую. Соли нормально. Так. Тесто у меня есть практически всегда в холодильнике. Что такое тесто, что кефирное тесто. Так, надо подложить что-то. А то доска с той стороны накрашенная и бегает. Так, это я сделала тесто на манты. Потому что моя дочка каждый раз звонит, но я ей никак и не сделаю эти манты. Мама, ты меня не выручаешь. А маме разве это мант? Вчера сестра тоже какую-то работу мне говорила. Я говорю, а как я пойду на работу, если с мамой никого нет? Но она тоже хороший вариант, правда, очень хороший вариант предлагала. Не знаю, получится или нет. Она говорит, что... Так, по-моему, черемшу ножом резала. Что такую работу отпускать нельзя. И каким-то образом обещает мне помочь. Если эта работа будет, обещает мне помочь, чтобы... Ну, я ходила на работу, она будет приходить смотреть маму. Ну, так-то, в принципе, за мамой смотреть нечего. Просто по-любому дома должен быть кто-то. Единственное, что, только ее поставить кушать и убрать. А так она сама прекрасно, как вы видите, чувствует себя. Если давление невысокое, она сама справляется. Ну, кое-какие дела, конечно, мне приходится делать для нее. Ну, пока сын дома старший, еще он еще не вышел на работу, как та работа как закончилась. Но он же тоже не будет все время дома сидеть. Надо будет. Ну, посмотрим, короче. Не знаю. А потом она говорит, я говорю, мне 15 цыплят вывелось, 3 утенка, нет, 4 утенка, 2 гусенка. Говорит, ага, ты хозяйство собираешь, а я тебе тут работу нахожу, а ты хозяйство собираешь, и как мы будем теперь справляться? Я говорю, ну, если работа будет хорошая, ничего страшного, цыплят можно продать. Просто сейчас, конечно, мне нужно немножко, если честно, заработать, друзья. А потом женятся мои парни, буду сидеть дома и разводить хозяйство, может быть. Ну, и как раз про женитьбу у меня был такой, не комментарий, а в личку Галя, моя подписчица, написала мне, ну, если женятся ваши сыновья, то им обязательно с вами жить, или, ну, будут ли они с нами жить, со мной жить, вернее. У нас как? Испокон веков с родителями один сын, конечно, остается. Раньше оставался младший в порядке вещей. Теперь, конечно, приоритеты немножечко по-другому. Остается тот, или тот, кто хочет с ними остаться, или с кем хотят остаться родители. Кто-то из них. Ну, это, наверное, решается на семейном совете. Если честно, мы тоже так решали, когда... Так, мои стаканы. Я хочу сделать со стаканом, потому что чуть-чуть побольше. Эти вареники там... у меня же есть вот эти вот штучки, которыми я вырезаю вареники. Вот, видите? Она получается поменьше. А такие вареники делаются побольше. И поэтому буду вырезать вот так вот стаканом. Так.
Ну, когда еще даже не женился, даже не собирался жениться наш старший сын, у нас был тоже такой семейный совет. Но опять-таки семейный совет не с кем я останусь, а кому достанется именно вот дом, в котором мы сейчас живем. И мы тогда решали, что старший сын, что этот дом мы оставим старшему сыну. Вот такое было у нас решение. А уже кто со мной будет, я не знаю, если честно. Посмотрим, как будет. Ну, чтобы вообще никого с родителями не было, у нас такого нет. Обязательно один сын остается и смотрит за родителями. Но если когда-то, если вдруг родители там заболели или еще что-то случилось, ну, по-моему, даже еще больше они делают, но я больше делать не буду, то по-любому дети помогают, и те, которые живут отдельно. Но я даже ей ответила, и сейчас отвечу, пока я вот в таком здравии, как сейчас, по идее, мне никто не нужен. Ну, как не нужен? Нужен-то, конечно, нужен. Но обычно молодежь же хочет сама жить. Я бы даже была бы благодарна, если бы они женились и отделились бы, жили сами обеспеченно, если бы им даже не нужна была моя бы помощь. Я была бы рада. Я честно вот признаюсь, мне бы хотелось, пускай пока поживут отдельно бы, если бы у них так получилось. Но на данный момент, если даже они сейчас женятся, у моих сыновей нет такой возможности, а им придется жить со мной в общем дворе. И такое у нас есть. Ну, сейчас еще не так уж, а раньше, да, вот в мои времена и три снохи, ну, 2-3 брата женатых жили в одном дворе. Ели за одним столом, ну, в смысле, один стол у них был, как бы, ну, бюджет один был, так бы сказать. Но сейчас, правда, уже люди живут получше все-таки. Обычно женятся и отделяются. Вот один женился, потом, когда уже второй сватается или что-то, старший отделяется. И вот так вот. Сейчас по-любому, сейчас намного лучше же люди живут, чем раньше. Раньше, да, 2-3 семьи жили в одном дворе, под одной крышей даже. Не то, что там в одном дворе, в разных домах, а под одной крышей жили. И ничего, уживались, все было хорошо. Ну, конечно, не бывало, наверное, и без ссор. Все-таки 3 семьи, 2 семьи и дети. Все-таки какие-то конфликты бывают, но они разрешаются всегда. Родителями тем более. Вот такие у нас обычаи, наверное. Что вам еще рассказать, пока леплю вареники? Вам интересно, когда что-то я рассказываю об обычаях, о традициях? Ну, конечно, мне бы хотелось иметь сноху рядом. Но знаете, чтобы этой снохе я бы не была в тягость. Вот тогда бы да. А так, чтобы еще и тягость была, если бы она не хотела со мной жить, конечно, это не очень-то приятно будет. Надеюсь, все-таки у меня будет сноха, которая захочет со мной жить. Вот так вот. Вот такие вот у нас дела. Так, сезон черемши. Вчера звонил муж моей заловки, приглашал в гости. Он живет в Галашке, где живут эту черемшу. У них там леса. Он говорит, давай приезжай к нам. Я говорю, хорошо, поеду в черемшу рвать. Он смеется, нет, говорит, только не черемшу рвать. Я говорю, я рвать не пойду, я пойду снимать, смотреть, как рвут. Я наслышана, что она настолько тяжело ее рвать, что не буду ее собирать тоже. Он смеялся с меня тоже. Вот такие вот дела. Вот жалко, вы не можете мне что-то говорить, да? Я бы сейчас работала, и мы с вами пообщались. А то я только в одну сторону разговариваю. О чем вам еще рассказать? Мои хорошие. С мамой вчера смеялись. Камеру выключила, как дочка
ну, сестра моя сказала что-то, я камеру выключаю, а я сижу, жду, пока мне что-то скажут сказать. И потом я включаю камеру и опять говорю, дала ей слово. Она вообще-то любительница поговорить, конечно. Как-нибудь буду снимать еще раз, как она будет. Ну, о чем-то с ней поговорим. Так, у меня сейчас делов столько. Инкубатор. Я набрала яйцо, ну, наверное, я еще не считала, около 100 яиц. Уже сегодня получается 10 дней, как собираю куриных. Хочу заложить в инкубатор все-таки, посмотреть, не знаю. Еще неизвестно, пойду я на работу, не пойду. Но если даже пойду на работу, в принципе, цыплят в любое время можно продать. И у меня, ну, более-менее такой, не сказать, что он очень хороший, но я как-то им выводила цыплят еще давно. Я инкубацией не занимаюсь года 4, по-моему. Блиц 120, по-моему, точно не могу сказать. И мне его надо теперь помыть. Он у меня был где-то 1 год у дочери. Они мне там много чего потеряли. Но сегодня у меня сын сидел, вроде бы, в этом, утром завтракали, сидел, не знаю, на какой-то странице нашел именно те запчасти, которые нам нужны. Мы теперь закажем их. Ну, а пока положу так, без этого. Просто она потеряла такие... У меня стоят там бутылки на Блице, у кого, может быть, знают, от которых поступает вода в инкубатор. Вот эти штучки потеряны. Ну, а пока просто ванночки поставлю, наверное, и так сделаю. Но я вам покажу, когда буду делать. Вот так вот. Гуси уже оставшиеся молодые, совсем 8 штук, они не несутся. Там где-то у меня, по-моему, 5 гусиных яиц еще. Конечно, пока я не очень-то хороший знаток инкубации получается так. Наверное, я их заморожу много, видите, наделала начинки. Наверное, можно же их и заморозить, какая разница. Но я, правда, с черемшой никогда не замораживала. Ну, какая разница, тот же вареник получится, да? Я надеюсь, а потом, по ходу, когда мы с мамой захотим, будем есть. Мама очень любит черемшу, прям, не знаю. Вчера поели же в обед. Она уже вечером мне говорит, а черемша есть еще? Я говорю, нет, вечером тебе не надо черемши, если даже есть. Большая любительница черемши. Сегодня сказала, что будут вареники, тоже довольная была. Говорит, ой, это говорит, вкусняшка. Так что вот так вот. Ну, налеплю вам и потом выйду с вами на связь снова. Так, друзья. Вода у меня закипела, вареники я, как видите, уже сделала. Воду я посолила. И сейчас закину для нас с мамой вареники. Мне так эта начинка нравится, я даже ее так уж и ела, не удержалась. Запах черемши. Все-таки это вкусняшка, конечно. Жалко, кто не понимает. Все. Так, видите, еще сколько я налепила, пока у меня кипела вода. И теперь дальше тоже налеплю, покажу вам уже готовые. А эти заморожу. Так, друзья, ну вареники мои уже готовы. Я еще налепить успела. Видите, сколько? Но немножко у меня осталось. Это мы сейчас пообедаем. Я так быстро их сделала, что даже еще на обед азан не прозвучал. Мы успеем пообедать, а потом я их закончу лепить. Так.
теперь у меня есть домашняя сметанка. Конечно, это будет жирновато для нас, но тем не менее я ее налью. Ну, загустела. Мы покупали на онлайн, такая густая, видимо, свежая была. Конечно, кто не ел черемши, в этом вкуса его не узнает. Передать невозможно. Хоть и сравнивают с вкусом чеснока, но даже близко нет. Я бы не сказала. Очень вкусно. Я как-то не рассчитала. Взяла блюдо слишком большое, а вареников в блюде мало. Так, ну это я потом помою. Если поставить в серединке, не будет видно. Так, сейчас сниму вблизи. Вот такие вот они, видите? Вроде бы я их и наполняла хорошенечко, но все-таки готовые у меня не такие прям вот, видите? Ну, немножко осели, но все равно они очень вкусные. Сейчас я вам в разрезе покажу. Вот такие вот. Сметанка и вареники с черемшой. Ну, это что-то с чем-то, друзья. На этом все, наверное. Друзья, ну на этом я сегодняшний влог свой закончу. Больше ничего сегодня не буду вам показывать, не буду задерживать ваше внимание. Просто я захотела показать вареники с черемшой и немножечко с вами поговорить. Когда я стою под этой лампочкой, всегда отсвет бывает такой. Я вам говорила, что и днем горят лампочки на кухне. Ну вот все, друзья, на этом все. Всех вам благ, мира и благоденствия. Ну вот как-то так. И приходите на обед.